Мы, конечно, ждали, что Таджикистан нарушит молчание, но такого точно не ожидали. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджикские власти разложили всю ситуацию по полочкам. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. МИД Таджикистана 18 сентября распространил свое первое сообщение о ситуации на таджикско-кыргызской границе за последние 3 дня в хронологическом порядке и обвинил соседнюю страну в акте вооруженной агрессии и открытии огня по всей линии границы. Министерство сообщает, что в ходе конфликта было убито как минимум 30 мирных жителей. В сообщении МИДа говорится об убийстве 5 членов одной семьи, в том числе 6-летней Асмуа и 5-летнего Имрана, а также беременной женщины в Исфаринском Чаркухе, об обстреле из бронетехники, автомашин и скорой помощи, жилых домов мирных жителей, административных зданий и объектов инфраструктуры. Все эти акты названы нарушением принципов гуманизма и норм международного гуманитарного права. В то же время кыргызская сторона в своих официальных заявлениях обвиняет Таджикистан в вооруженном нападении на ее территорию. Минздрав этой страны сообщил о 36 погибших и более 100 раненых и почти 140 тысячах эвакуированных лиц. Ни Минздрав, ни Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана не предоставили пока никакой информации о количестве пострадавших и сумме ущерба. Достоверные источники сообщили, что в результате приграничного конфликта с таджикской стороны погибли 39 человек, а Демократическая партия Таджикистана, лидер которой является депутатом парламента, сообщила о 60 погибших и более 100 раненых. Министерство иностранных дел Таджикистана сообщает о гибели 2 таджикских военнослужащих на границе в первый день конфликта 14 сентября, но не предоставило данных о других погибших. На сегодняшний день имеется информация о как минимум 15 погибших военнослужащих. В сообщении МИД также говорится, что ранним утром 14 сентября кыргызские пограничники без каких-либо причин обстреляли позиции поста Кех таджикских погранвойск в Исфаре с применением минометов, пулеметов и другого стрелкового оружия. Кыргызстан же утверждает, что в тот день таджикские военные в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы. В сообщении МИД Республики Таджикистан говорится, что 16 сентября военнослужащие Кыргызстана в нарушение договоренности о прекращении огня совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжеяйло, Куммазор, Сурх-Саманьон, Кулкант города Исфары, Хистеварс и Овчи-Кальяча Бабаджон-Гафуровского района с применением боевой техники. В частности, жилые села Черкишлок города Исфара подверглись массированному обстрелу из БМП и БТР. Массированные обстрелы тяжелым вооружением по населенным пунктам зафиксированы в селе Маданият Рассуловского района. На данном направлении вооруженные силы Кыргызской республики использовали 20 единиц тяжелой бронетехники, заранее передислоцированных для вооруженного вторжения на территорию Республики Таджикистан. Обстрелу подверглось здание общеобразовательной школы села Багистон города Исфара, дома мирных жителей села Саманьон. Власти также обвиняют кыргызских военнослужащих в том, что они в тот же день вторглись на территорию села Багдариджа Маата Чилгази города Исфара и сожгли 16 домов местных жителей, занимаясь там грабежами и мародерством, и незаконно проникнув в дом пожилой женщины, убили ее с особой жестокостью. Как вам такое заявление? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Подобное обвинение выдвигает и Кыргызстан. Накануне Бишкек обвинил таджикских военнослужащих в попытке захвата населенных пунктов, грабежах и мародерстве. Министерство сообщает, что несмотря на договоренности по прекращению огня и началу переговоров, Кыргызстан 16 сентября продолжил обстрел, в основном поражая гражданские объекты, в том числе школы, мечети и жилые дома в Исфаринском и Бабаджон-Гафуровском районах. Аналогичные заявления звучат и из кыргызской стороны. Таджикистан также обеспокоен тем, что Кыргызстан использует боевые вертолеты и ударные беспилотники. Так, после ударов беспилотников по школе и мечети в Овчи-Кальяче погибли 18 человек и более 20 получили ранения. В продолжении пресс-релиза МИД Таджикистана говорится, что 17 сентября кыргызская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня и обстреляла Чаркух и Чаркишлак. Кыргызская сторона пока не комментирует это. Министерство также выразило сожаление в связи с тем, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем послании народу Кыргызстана
Кыргызстана в тот день употребил по отношению к Таджикистану слово «враг», что не соответствует духу дружбы и добрососедства, заявляет МИД Таджикистана. Конфликт на таджикско-кыргызской границе вспыхнул 14 сентября на участке границы между Исфаринским и Бабуджон-Гафуровским районами Таджикистана и Баткенской областью Кыргызстана, а также переметнулся на участок границы между Лахчским районом Республики Таджикистан и Ошской областью Кыргызской республики. Протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет 970 километров, значительная часть которой остается неописанной. Из-за этой неопределенности между жителями и пограничниками соседних государств часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.